Селям алейкум, здравствуйте. Актуальный разговор у нас сегодня с директором Крымско-Татарского государственного академического музыкально-драматического театра Меджиде Мильгазиевой. Меджиде ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Давайте начнем наш разговор сегодня с главного. 1 июля нам предстоит очень важное голосование. Речь идет, конечно, о поправках в Конституцию. Там целый блок вопросов, которые касаются самых разных аспектов нашей жизни, но особое внимание уделяется в том числе и культуре. Фактически соответствующая поправка закрепляет культуру в качестве одного из главных приоритетов. Как вы считаете, почему вот нужно этот аспект именно в основной закон включить, именно в Конституцию? Ну, конечно, сегодня культура Российской Федерации – это уникальнейшее, богатейшее наследие и достояние ее многонационального народа. Культура сегодня поддерживается государством. Очень много создается проектов, таких, которые все национальности, народности, общности друг с другом сотрудничают, обмениваются опытом. И благодаря вот такому сотрудничеству, я думаю, что культура имеет место жить, развиваться и продолжать развиваться и дальше. В нынешнем законе прописано, что культура – благосостояние нашего народа. И не только государство, это мое мнение, не только государство должно заботиться, поддерживать, хранить все это достояние, все это наше богатство. Потому что этого мало. Потому что каждый человек, каждый гражданин, живущий на этой земле, должен сам еще пытаться, хотеть сохранить свои традиции, свои обычаи, музыку, творчество, искусство, живопись. Сегодня очень много и вышивальниц в Крыму. Вот это все обязательно язык, сохранение языка. Вот это все приведет к тому, что каждый народ сохранит свою культуру при поддержке, конечно же, государства. И наверное, поэтому государство такое большое значение, такую большую поддержку для культуры оказывает. Меджиде ханум, у вас и у самой такая очень активная гражданская позиция, и семья у вас такая достаточно активная в плане гражданской такой жизни и деятельности, политической, общественно-политической. Вот как вы считаете, почему и всему нашему народу нужно сегодня быть настолько активными и в том числе участвовать в голосованиях, которые у нас очень скоро будет по поправкам? Гражданскую позицию каждый гражданин обязательно должен изъявить. Обязательно. Потому что мы живем на крымской земле. Кто, если не мы, постоим за наши права, за то, чтобы наш народ развивался, развивались духовные ценности наши, культурно-этнические ценности наши. Все это будет только благодаря тому, что общество активно будет участвовать в развитии своего государства. Меджиде ханум, мы сегодня очень много говорим о глобализации. У этого явления, как и у многих других, есть положительные стороны определенные, но есть очень много и недостатков. Вот как вы считаете, почему сегодня нам нельзя допускать унификации культуры и чем опасна стандартизация, самоидентификации культуры в том числе? Культура в наше время, она настолько стремительно, стремительными шагами идет вперед. Я думаю, что да, век гаджетов, век кино сегодня, век просто-напросто какой-то очень много телеверсий, да. Но я считаю, что то, что мы смотрим видеоверсию, это не дает такого живого контакта, какой он есть сегодня, допустим, если человек пришел в театр,
аура другая, атмосфера совершенно волшебная уже как только заходишь в театр. В театре контакт с актером, он настолько тесен, актер нуждается в зрителе. Он нужен зрителю. Зритель обязательно должен приходить в театр, потому что те ощущения, какие бывают в театре, их не будет ни по телевизору. Я не хочу вас обидеть никак, потому что «Милет» я сама с удовольствием смотрю. Просто театр – это и школа, это и развитие духовное, это развитие художественное. Это во всех направлениях человек получает определенную школу. Поэтому театр – это театр. Я думаю, что… Да, вот вы сейчас сказали, что актеры не могут без зрителя. Мы такой сейчас непростой период прожили, когда далеко мы друг от друга были, режим самоизоляции пережили, он прошел, к счастью. Но тем не менее, в каком режиме сейчас театр работает, и когда уже зритель получит возможность вновь окунуться в этот мир волшебный, театральный? Театральный волшебный мир. Это действительно волшебный мир. Я вам скажу такую вещь. Уже сегодня зритель настолько соскучился по театру, потому что вот где-то встречаемся, они спрашивают, а когда? Они хотят уже прийти в театр, несмотря на все ограничения, зритель готов. Да, мы, конечно, старались зрителя не покидать, мы старались работать для зрителя, даже в режиме самоизоляции. Был запущен такой проект «Берегите себя и своих близких». Он очень активно поработал во всех наших соцсетях. Было очень много и комментариев. Было очень приятно читать эти комментарии, потому что наши артисты, они старались, они пытались сделать так, чтобы людям было дома сидеть комфортно, а пересидеть надо было. Думаю, что вот этот проект неплохо поддержал нашего зрителя. И, конечно же, во время вот этого режима, да, мы работали над премьерами. Мы не просто просидели, но мы в таком режиме онлайн. У нас была подготовка к премьере «Тартюф», спектакль премьерный. Одним словом, мы готовы уже сегодня открыть двери театра. Как только нам это разрешат, как только снимут вот эти все ограничения. Театр работает, театр ждет, театр с нетерпением ждет своего зрителя. Искусство, вот эта сфера творчества, она является гарантией сохранения самоидентификации. Вот как вы считаете, что сегодня делается со стороны государства для того, чтобы мы сохранили свою идентичность? Во-первых, очень много проектов интереснейших создано при поддержке вот государства. Например, я считаю, что обмен какими-то спектаклями, концертами, то есть где мы можем обмениваться опытом. Это фестивали, это гастроли, это вот такие вот интереснейшие проекты, где каждый театр показывает свою, вот какая-то своя неповторимая нотка есть в каждом театре. И вот я думаю, что это и есть идентичность, потому что вот были мы в Оренбурге, Туганлык фестиваль, там участвовало 7 из 7 городов, 7 национальностей представляли свои спектакли. Это было очень интересно, потому что какой-то театр показал из Алтая, это была легенда алтайская, совершенно сказочная. Одним словом, настолько заглатывает этот фестиваль эмоции просто сумасшедшие. И нашим актерам, нашему творческому составу вот этот обмен опытом, он просто необходим.
потому что атмосфера на фестивалях, она какая-то настолько теплая, настолько плодотворная получается поездка, и, конечно, она сближает. Обмениваются телефонами, возвращаются, вроде, казалось бы, уже в Симферополе, в Крыму, они общаются, они не прекращают вот это вот общение. Одним словом, ну, это большое значение играют вот такие вот фестивали, большие гастроли. Мне очень понравился, вот у нас был Всероссийский театральный марафон. Вот это была поддержка действительно государства, такая мощная, когда ты можешь 72 человека творческого состава вывести и показать народу, что мы есть. И работаешь на уровне, потому что и площадка была очень интересная, это Севастопольский театр был. Ну, настолько работать было приятно, потому что зритель принимал по-сумасшедшему. Просто вот и концерты получилось нам показать, и спектакли получилось показать. Ну, как-то вот настолько прошла вот эта поездка, была очень плодотворная. Но без вот такой поддержки мы бы не смогли так отработать. А это, ну, зал на 500 человек, аншлаговые все залы, это столько зрителей увидели нас. Это приятно, это радует. Еще Шекспир в свое время говорил, что весь мир — это театр, но в свою очередь театр — это тоже особый мир. Вот каковы перспективы развития нашего театра в ближайшее время? Какова у вас стратегия по развитию своей такой страсти, как мы уже видим, по развитию театра нашего национального? Конечно. Сегодня театр, вот, бывает, что слышишь со стороны, говорят, прорыв. Мне нравится это слово, потому что актеры должны слышать, что в театре есть прорыв. Почему? Потому что ставятся концертные программы очень интересные, на высоком уровне. Работаем над премьерами. Это тоже, я считаю, что вот спектакль «Тартюф» по Мольеру работает с нашими актерами Хаджинов, режиссер из Русского театра. Но спектакль будет представлен и на крымско-татарском языке, и на русском языке. А это еще один шаг вперед, еще один шаг вверх, не только вперед. Почему? Потому что мы сможем себя показать не только крымско-татарскому зрителю, а это будет спектакль фестивальный, большой, где мы охватим очень большое количество зрителя. Еще есть один момент. Вот недавно до самоизоляции, до режима вот этого нашего, да, мы начали такой проект в театре «Семейная экскурсия». Интересно. Вот такой спектакль «Эгзлер», «Близнецы». Его могут смотреть как малыши, так и взрослые. Это семейный спектакль. Это когда родители могут взять за ручку детей и привести в театр. Потому что спектакль настолько легкий, настолько комедийный. И, конечно, там и воспитательное есть направление, и языковой есть воспитательный процесс. Одним словом, я считаю, что это тоже такая стратегия. И если у нас получится, а я думаю, что получится, субботний день, допустим, это будет такая для семейная экскурсия, когда родители смогут вот каждую субботу, вот просто мечта, каждую субботу на крымско-татарском языке для деток и их родителей, бабушек, дедушек представлять наши спектакли
на крымско-татарском языке. Вот вы про язык сказали, давайте эту тему продолжим. Сегодня на самых разных площадках эксперты очень активно обсуждают проблему сохранения и развития крымско-татарского языка. И вот роль театра в этом тоже очень значительна, потому что театр — это в том числе и образовательный центр, можно и так сказать. Да. Вот что вы помимо вот той идеи, которую вы рассказали, планируете сделать по сохранению и развитию крымско-татарского языка? Ведь здесь проблема очень глобальная. Ведь язык сегодня нужно подтягивать не только у взрослого поколения, и у детей, которые, к сожалению, по большей части не знают крымско-татарского языка. И как прививать любовь к этому языку, в том числе к родному языку, в том числе с помощью нашего национального театра. Мы мягко перешли, да? Вот та же субботняя семейная экскурсия – это уже школа крымско-татарского языка. В театр сегодня приходят и проходят по кастингу. Первое условие – знание крымско-татарского языка. Да, у нас есть солистка Раиса Хачатрян, девочка армянской национальности. Но вот в одном из спектаклей она уже несколько фраз говорит на крымско-татарском языке. Значит, театр над этой темой работает обязательно. Но это должна быть очень тесная связь. Детские сады, школы, музей, библиотека. Если делать совместные проекты, допустим, для детей, вот мы говорим о детях, да? Если делать совместные проекты с музеем именно для детей, там, где театр, какие-то отрывочки из спектакля, какие-то концертные номера, какие-то обязательно знают у нас монологи на крымско-татарском языке наши актеры. Вот это все несет обучающий какой-то такой процесс проходит в этом направлении, в изучении крымско-татарского языка, причем правильного крымско-татарского языка. Потому что над риторикой у нас работают и с актерами тоже. У нас есть человек, специалист, который работает в этом направлении с нашими даже актерами, потому что они приходят, зная свой диалект. Поэтому в этом направлении нам всем надо работать. Не только детям, но и взрослым, и актерам. И работать много. Да, это наша общая проблема, и решить мы ее тоже должны совместно. Конечно, конечно. Меджида Джафаровна, вот театр на самом деле это актеры, это те люди, которые создают тот самый волшебный мир, о котором мы с вами говорим. Мы видим, что труппа меняется, очень много новых, красивых лиц, на самом деле талантливые люди сегодня в театр приходят. Вот как вы считаете, по вашим оценкам, сегодня перед вами стоит кадровый вопрос, и чувствуете ли вы так называемый кадровый голод в среде искусства, в творческой среде? Сегодня в театре работают как мэтры, актеры, уже много лет проработавшие, так и молодые, да, талантливые, красивые ребята, девочки. Это и солисты, и солисты-вокалисты, это и в балет мы приняли и мальчиков, и девочек, просто настолько талантливые. Но работать надо много. Кадровый вопрос. На сегодняшний день мы не ощущаем голода по кадрам. Нет, я этого не скажу, потому что даже если мы можем спектакль поставить в 2 состава, это говорит о том, что кадровый вопрос в театре решен. И в плане оркестра нашего, и в плане вокалистов, и в плане балета, и в плане актерском. Мальчиков всегда не хватает. Мужской состав – это всегда такая болезненная тема во всех театрах. Это не только у нас. Демографии, давайте говорить откровенно. Да, это так и есть. Но вот у нас уже сегодня, можно сказать, баланс, почти баланс. Потому что мальчиков пришло много. Я очень рада, что они у нас работают. Я очень благодарна нашему творческому всему коллективу, потому что это тяжелый труд. Это труд, который требует не считаться со своим временем, с семьей. Это надо вот просто закрыть глаза и уйти в театр, уйти на сцену, уйти в свой образ и сделать все так, чтобы зритель все это прочувствовал.
Так что я думаю, что с кадровым вопросом у нас проблем нет. Очень много дискуссий вызывает репертуар театра. В принципе, это и нормально, потому что в спорах рождается истина. Вот на ваш взгляд, как вы считаете, каким должен быть сбалансированный репертуар нашего национального театра? Баланс должен быть во всем, в театре особенно. Потому что зритель разный, потребности разные. Много раз говорю об этом, но не возвращаться не получается. Есть зритель, который просто приходит на комедию, он ее любит. Есть зритель, который любит просто концерты. А концерты — это тоже, они все разные. Есть классические концерты, есть хиты 70-х, 80-х, есть национальные концерты. У каждого, даже у концерта есть свой зритель, понимаете? Есть концерты, которые только для детей. Это Лермонтов в музыке, это Пушкин в Крыму, это «Будем помнить», военная тема, День Победы. Одним словом, репертуар на сегодняшний день, я считаю, для каждого зрителя он есть. И театр продолжает работать над этим. Я думаю, что и комедия, и трагикомедия, и концерты, и детские сказки, а уже вот на пороге выход на крымско-татарском языке для детей сказки. Это у нас Алтынсач Бехьярбаш, вот как так называться будет сказочка наша. Я думаю, что театр еще много будет впереди работать, много впереди премьер, и театр развивается и будет развиваться. Мы уже 6 лет живем в составе России, у нас очень большая многонациональная страна, и крымско-татарская культура, она очень органично вплетается вот в эту палитру. Вы уже чуть выше говорили о ваших творческих гастролях, вот давайте более подробно расскажем, какова, собственно, карта вашей такой творческой гастрольной деятельности, и что у вас запланировано по этой части уже после окончательной отмены всех этих ограничений, связанных с коронавирусом. Мы в апреле месяце запланировали, вот уже прошел этот месяц, были запланированы у нас большие гастроли, обменные гастроли. Крымско-татарский театр должен был работать в Дагестане в Лакском театре драматическом, а Лакский театр должен был представлять свои спектакли у нас в театре. И даже этот репертуар мы просмотрели так, чтобы нашему зрителю было интересно посмотреть Лакский театр, что представит. Из их репертуара мы выбрали тему, посвященную Амедхан Султану. Они должны были привести спектакль «Амедхан Султан», так и называется спектакль. Ну и какая-то детская сказочка, это уже... Просто я почему делаю акцент на вот этой теме, потому что мы все так, готовились, должны были все это провернуть, показать, проработать. Это было бы интересно настолько. Очень хотелось все это, чтобы получилось. Но вот буквально сегодня общались опять с федеральным центром больших гастролей. Вот. Если, иншаллах, все будет хорошо, в октябре мы должны эту тему проработать. То есть мы повезем наши спектакли в Лакский театр, это будут обменные гастроли. Лакский театр у нас покажет вот спектакль «Амедхан Султан». Я так думаю, что наш зритель с удовольствием посмотрит этот спектакль. Вот вы сказали про работу, которая будет связана с Амедхан Султаном, но это работа другого театра. Вот отдельное направление, которое бы хотелось, наверное, чтобы театр больше развивал, это исторические произведения, такие серьезные, фундаментальные. Как вы считаете, у вас вот это в планах разработано? Я вот знаю, что Рифат Агаси Таблаев очень активно пропагандирует вот эту идею, чтобы театр в том числе включался и в эту работу. Какие у вас перспективы вот по этой части? Ну, конечно, мы работаем над этим обязательно, потому что историю своей драматургии, историю театра надо внедрять. Но я думаю, что знакомить, во всяком случае, с этим надо обязательно.
Но исторический спектакль, я считаю, что вот «Тартюф» — это уже очень объемная, массовая, такая хорошая работа будет. Я считаю, «Легенды» — это тоже такая интересная тема. Практически еще не все посмотрели «Экадюльбер Сувакетер», это по Арзыкыс, по легенде Арзыкыс. Впереди вот у Рифата Ситаблаева, это сюрприз, мы ему тоже дадим обязательно возможность, мне самой интересно посмотреть, как он проработает, как он поставит, потому что талантливейший человек абсолютно, и актер. И вообще вот с ним очень интересно общаться, он очень много знает, он много читает, что-то пишет, что-то разрабатывает все время. Это очень интересный человек, и посмотреть его работу на сцене, это интригует, хочется увидеть, конечно. Планов много, и будем воплощать их в жизнь, конечно же. Театр как вид искусства существует уже веками, меняются его функции, модифицируются. Как вы считаете, какие сегодня функции у современного театра? И давайте скажем о зрителе, ведь мы сегодня много говорим о том, каким должен быть театр, ведь и у зрителя тоже должны быть определенные качества. Ну вот, да, обязательно определенные качества у зрителя должны быть. Вот как зрители требуют от актеров актерской работы. Актеры тоже хотят работать в серьезных спектаклях, не только комедии, где зритель пришел, развлекся и ушел. Актер сегодня, на нем очень большая ответственность на самом деле, потому что и духовное развитие, вот уже повторяюсь, да, но это большая ответственность, но для этого еще надо, чтобы зритель приходил не только поразвлекаться, но еще и подумать, чтобы он с каким-то определенным багажом знаний, мыслей вышел из театра, да, и придя домой, еще думал о том, что он увидел на сцене. Вот эта связь, чем ближе будет актер к зрителю, а зритель к актеру, тем выше будет развитие в этом направлении нашего зрителя, нашего народа. Да, Меджида Джафаровна, я вас благодарю за такой важный и актуальный разговор. Спасибо, уважаемые телезрители, за то, что были с нами.